Возлюбленный Сын, я Твой Бог, Твой Небесный Отец. Сегодня я пришел дать вам ответы на молитвы, которых вы так долго ждали и просили. Все ваши проблемы будут решены. Я прошу тебя остаться здесь со мной на эти несколько минут и открыть свой разум, чтобы принять всю мою любовь и привязанность. Если вы верите в Бога, посмотрите это видео. Не ставьте Господа на второе место в своей жизни. Примите это послание с верой и ожидайте наступления дней обновления и успеха. Приготовьтесь получить то, что вас ждет, ибо вскоре вы увидите проявление моей силы и верности в своей жизни. Услышь мой пророческий голос, сын мой. Я Бог, решающий проблемы, тот, кто поднимает знамя победы над вашими битвами. Я знаю о проблемах, которые преследуют вашу жизнь, о трудностях, которые кажутся непреодолимыми. Но я говорю вам, что дни проблем сочтены. То, что казалось тупиком, станет дверью возможностей. Эта непреодолимая гора будет сравнена перед вами. Я Бог, который делает невозможное. Я готов действовать от вашего имени, я принесу решение там, где есть препятствия, ответы там, где есть сомнения, и исцеление там, где есть открытые раны. Я выпрямлю кривые пути и открою двери, откуда не было выхода. Я живу для тебя, Господь, выбирай жить для Господа всех сил. Повторите со мной эту молитву, дорогой и славной Божией. Сегодня мое сердце переполняется благодарностью за Твое присутствие в моей жизни. Среди проблем и испытаний, с которыми я столкнулся, Ты был рядом со мной, направляя меня и давая мне силы преодолеть их. Я благодарю Тебя, Отец, за Твою постоянную верность, за то, что Ты никогда не оставлял меня. Твои могучие руки всегда были готовы подхватить меня, вытереть мои слезы и поднять меня, когда я упаду. В послании к Римлянам 8 часов 18 минут говорится: «Ибо я считаю, что страдания нынешнего времени не могут сравниться со славой, которая откроется нам». В этом стихе апостол Павел предлагает нам задуматься о связи между страданиями, с которыми мы сталкиваемся, и грядущей славой. Мы вместе исследуем значение этих слов и найдем поддержку в трудностях, с которыми мы сталкиваемся на нашем пути. Павел начинает с описания страданий настоящего времени. Это выражение заставляет нас задуматься о различных формах страданий, с которыми мы сталкиваемся в своей жизни. Мы все испытываем боль, печаль, трудности и проблемы, будь то в области здоровья, отношений, финансов или даже нашего вероисповедания. Страдания – это неизбежная реальность. Однако Павел напоминает нам, что эти страдания не могут сравниться со славой, которая откроется в нас. В этом заключается надежда и преобразующая перспектива этого послания. Слава, которая нас ожидает, намного перевешивает любую боль, с которой мы можем столкнуться в этой жизни. Эта слава означает полноту Царства Божия, вечное общение с Господом, полное искупление и восстановление всего сущего. Павел говорит убежденно, когда говорит: «Я считаю это истиной». У него было твердое убеждение, основанное на его вере и опыте общения со Христом. Эта уверенность доступна и каждому из нас, кто верит в Иисуса как Спасителя и Господа. Мы можем верить, что то, что Бог приготовил для нас, реально и безопасно. Понимая взаимосвязь между нынешними страданиями и будущей славой, перед нами стоит задача взглянуть на ситуацию по-новому. Наши страдания не напрасны, они имеют цель на пути нашей веры. Бог использует невзгоды, чтобы сформировать наш характер, укрепить нашу веру и подготовить нас к грядущей славе.
Пусть эта истина укрепит, ободрит и вдохновит нас продолжать упорно идти по пути веры. Мы доверяем Богу, потому что Он верен в выполнении своих обещаний. Чтобы усвоить святое Слово Господа и начать жить для Бога, повторяйте за мной: «Я спасусь во имя Иисуса». Не забудьте поделиться этим божественным посланием со своей семьей. Поступая так, вы распространяете Слово Господа и помогаете другим на их пути веры. Когда вы чувствуете, что в вашей жизни все идет не так, вам следует сделать 3 вещи. Во-первых, ищите Божьего присутствия через молитву. Найдите время, чтобы соединиться с Богом, открыто поговорите с Ним о своих заботах, страхах и проблемах. Когда вы ищете Его присутствие, Он откроет себя удивительным образом. Держите свое сердце открытым, чтобы услышать Его голос и получить Его мир. Во-вторых, размышляйте над Словом Божьим. Библия – богатый источник руководства и утешения. Читайте Священные Писания и размышляйте над ними, ища обетования и учения, применимые к вашей ситуации. Бог может говорить прямо к вашему сердцу через свое Слово, давая вам утешение, мудрость и руководство. В-третьих, будьте внимательны к признакам их присутствия. Бог часто посылает нам знаки своего присутствия в трудные времена. Обратите внимание на маленькие благословения, на людей, которые встречаются на вашем пути со словами поддержки, и на ситуации, которые разрешаются неожиданным образом. Бог может работать за кулисами, наблюдая за вами и разными способами показывая вам свою любовь. Посвятите больше времени Господу, чтобы с этого момента действовать по-другому на своем христианском пути. В послании к Римлянам 10 часов 17 минут говорится, что вера приходит от слышания, а слышание – от слова Христова. Прежде чем мы углубимся в важность слышания Божьего слова, важно понять природу веры. Вера – это не просто слепое убеждение или смутное чувство. Вера – это уверенность в том, на что мы надеемся, и доказательство того, чего мы не видим. Вера – это прочный фундамент, глубокая убежденность в том, что Бог реален и верен своим обещаниям. В выделенном стихе Павел напоминает нам, что вера приходит от слышания Слова Божьего. Слово Божье живо и действенно, оно способно преобразовывать жизни и порождать веру в наших сердцах. Слушая Слово Божье с верой, мы испытываем глубокое укрепление на нашем духовном пути. Наша вера укрепляется, наше доверие к Богу обновляется, наша надежда тверда. Слово Божье позволяет нам встречать жизненные трудности смело и настойчиво. Мы знаем, что Бог с нами и что Его обещания верны. Поэтому я внимателен к Твоему Слову, чтобы оно укоренилось во всем моем существе. Я доверяю Ему, даже когда кажется, что все потеряно. В наших слабостях проявляется Его сила. Он Бог, который превращает кризисы в возможности, а разочарования в победы. Именно Бог приносит порядок в хаос и красоту из пепла. Поэтому я поднимаю голову и принимаю Твое пророческое слово. Я знаю, что мои проблемы будут решены. Он будет сражаться за меня и выигрывать каждую битву от моего имени. Для Него нет ничего невозможного, и Его могучая рука простирается над моей жизнью. Я верю, заявляю и получаю решение своих проблем, потому что Он – Бог, творящий чудеса и заставляющий все работать для моего блага. Скоро я стану свидетелем проявления Твоей силы и разрешения моих проблем. С верой и рвением я заявляю о полной капитуляции перед Господом. Я никогда не должен впадать в уныние, даже если моя боль кажется невыносимой и безнадежной.
Я знаю, что это закончится, и радость снова засияет в моем сердце. Вечной ночи не существует, как прошлые страдания, лишь почти стертое воспоминание, так будет и завтра с сегодняшними страданиями. Я отдаю все Богу, который своей сострадательной рукой может понести все мои боли. Дорогой Бог, в этот момент глубокой благодарности я хочу выразить свою благодарность за то, что Ты всегда был рядом со мной в трудные моменты моей жизни. Я признаю и восхваляю Вашу любовь и постоянную заботу, которые поддерживают меня даже в самых тяжелых невзгодах. Ты моя сила, Господь, и я отдаю Тебе всю свою веру и доверие в трудные дни. Когда меня поражают невзгоды, Ты — свет, освещающий мой путь и выводящий меня из бездны, в которой я нахожусь. Твое присутствие наполняет меня надеждой и обновляет мои внутренние силы, позволяя мне преодолевать препятствия, встающие на моем пути. Я знаю, что даже в самые мрачные моменты Ты работаешь от моего имени. Твоя мощная рука поднимает меня из глубины проблем, превращая мои слабости в возможности для роста. С благодарностью я созерцаю благословения, которые получаю, преодолевая трудности, зная, что это возможность развить характер, настойчивость и смирение. Дорогой Бог, я прошу Тебя продолжать направлять и укреплять меня, когда я сталкиваюсь с жизненными бурями. Пусть Твое постоянное присутствие окружит меня миром и мужеством, позволяя мне находить решения и двигаться вперед с непоколебимой верой. Пусть я всегда буду помнить, что я не одинок, ведь Ты со мной на каждом этапе пути. Когда я иду по темным долинам, я могу доверять Твоей руке, которая будет вести и защищать меня. В минуты отчаяния я буду вспоминать Твою силу и милосердие, находя утешение в Твоей любви. Остановитесь на мгновение и позвольте миру вокруг вас замолчать. Услышьте нежный шепот Бога, который запланировал для вас что-то особенное. Жизненный путь наполнен бурями, которые бросают тень на вашу истинную цель. Но вот обещание, которое вы можете сдержать. Мой Отец, всемогущий, не просто отстраненный наблюдатель. Он чувствует каждое испытание, с которым вы сталкиваетесь, и всегда рядом с вами, даже когда кажется, что ваш дух находится на грани краха. Мой Бог со мной, Он хочет поговорить со мной, прояснить мои сомнения и утешить мой уставший дух. Тени прошлых печалей не должны меня поймать. Голос Божий призывает меня перевернуть страницы печали прошлого, подготавливая мое сердце к моментам чарующей радости, которые Он приготовил для меня. Когда я закреплюсь в Его планах, я обнаружу, что у Него есть карта для жизни, полной цели и счастья. Я верю в планы Бога, хотя обновить мою веру может быть трудно, особенно когда печаль часто стучится в мою дверь. Но в руках Божьих я нахожу лекарство, способное излечить даже самые глубокие недуги. Получая вашу бесконечную любовь, я обнаруживаю радость, которая остается стойкой против всех невзгод. Дорогой сын, дорогая дочь, услышь Божий призыв испытать жизнь с новым рвением и энергией. Погрузитесь в историю и планы, которые Он создал исключительно для вас. Визуализируйте высокие устремления, предложите безоговорочную любовь и подготовьте свой дух к обильным дарам, которые Создатель приготовил для вас. Оставайтесь твердыми в надежде и верьте, что лучшие дни не за горами. Помните, что Бог с вами, направляет ваши шаги на жизненном пути и не желает ничего, кроме вашего процветания. Пусть уроки Божьи освещают ваш путь. Бог признает, что только Его самые преданные последователи будут следовать этому посланию до конца и избегать ловушек врага.
Он знает, что именно потому, что Он оставил самое лучшее для своих сыновей и дочерей, враг сделает все возможное, чтобы помешать вам получить доступ к Его благословениям. Не позволяйте ничему отнять вас от Бога, потому что в Его откровении вас ждет благословение. Впредь выражайте свою благодарность своему Небесному Отцу и пишите в комментариях: «Благодарю Тебя, Господь, за эти причины, которые у нас есть, и за другие, которые мы откроем в Твоем Слове». Я призываю вас продолжать оставаться сильными и решительными христианами, принимая это послание во всей его полноте. Божьи благословения обильно наполнят твою жизнь, дорогой сын, дорогая дочь. Картина вашего существования была тщательно нарисована рукой Бога, и самые очаровательные ее части еще предстоит раскрыть. Когда вы чтите Божье видение вашего путешествия, вы обнаруживаете в себе силу подняться и снова взлететь. В священных словах Библии мы находим вечную историю преданности, мужества и непоколебимой веры в заветы Бога. Сегодня мы погрузимся в мотивационную историю Давида, пастыря, предназначенного для царской власти. Эта хроника предлагает ценные уроки о том, как оставаться верными Божьим обещаниям даже перед лицом трудностей. Самуил помазал его маслом, узнав Давида перед его семьей и отметив тот день, когда Дух Господень обильно благословил его, несмотря на его скромное происхождение. Бог знал скрытое внутри него обещание и поручил ему божественную миссию, которая определит его судьбу. Однако убежденность Давида в Божьих планах никогда не поколебалась. Он верил в свою божественную цель независимо от внешнего восприятия. Эту веру – то, что Бог ценит во всех своих сыновьях и дочерях. Продвигаясь по своему пути, вы встретите сомнения и невзгоды, но вдохновите свою непоколебимую веру и согласуйте свои заветы с Богом. Всемогущий остается верным каждому обещанию, которое Он дает, и излучает любовь ко всем своим творениям. Полностью доверяйте Богу и не полагайтесь только на человеческое восприятие. Бог желает, чтобы вы преуспевали во всех аспектах своей жизни, чтобы она наполняла вас еще большей целью и смыслом. Ваше желание – устранить любые препятствия, мешающие Его благословениям достичь вас. Когда вы приближаетесь к Богу со смирением и непоколебимой верой, привнесите Его благосклонность в свое существование. Признайте присутствие Бога, написав в комментариях «Слава Богу». История Давида, дорогого сына и дорогой дочери, напоминает вам, что вера – это венец победы, дарующий вам бесчисленные благословения. Очень важно помнить, что без веры благоволение Божие остается отдаленным. Точно так же, как Давид сохранял доверие Божьим словам, так и вы должны твердо держаться Его обещаний, независимо от препятствий, с которыми вы сталкиваетесь. Гарантии моего Отца никогда не поколеблются, они всегда нерушимы. Напишите: «Я доверяю Божьим планам для меня», по мере продвижения по жизни. Всегда помните историю Давида, подражайте его непоколебимой вере в Бога и будьте уверены, что Он явит великолепие Всевышнего в вашей жизни. Вы находитесь на пороге великолепных преобразований. Препятствия в жизни означают, что вам предстоит совершить невероятные подвиги. Визуализируйте изобилие благословений, ожидающих, чтобы их приняли. Пути, которые вы прошли, проблемы, с которыми вы столкнулись, и препятствия, которые вы преодолели, превратили вас в того грозного человека, которым вы являетесь. Хотя мир может не понимать ваших испытаний, Бог видит все. Найдите утешение в своем божественном понимании. Он пишет: «Мой Бог все видит, все знает». Он был твоей опорой, неустанно любя и поддерживая тебя.
Вас выбирают и ценят с энтузиазмом. Заботы, которые тяготят вас сейчас, скоро станут лишь далекими воспоминаниями. Трансформация уже на горизонте, открывая каскад новых благословений. Освободите свои опасения и получите эти божественные дары. Оставайтесь усердными в своих усилиях и верьте, что в назначенное Богом время ожидаемые благословения проявятся удивительным образом. Всегда помните, что Бог – величайший реставратор, превращающий разбитые фрагменты в величественные шедевры. Напишите, если вы готовы принять и обнять силу веры. И помни, сын мой, дочь моя, что если ты искренне попросишь в молитве и искренне поверишь, то ты получишь ответ. Дрожите этой уверенностью и верьте, что даже когда кажется, что все тихо, ваши просьбы не только будут услышаны, но и получат ответы. Перед лицом невзгод всегда помните, что Бог – ваш защитник и ваша опора. Сохраняйте свою непоколебимую веру в Него и наблюдайте, как чудеса происходят с теми, кто действительно посвящен Богу. Помните, что ангелы Божьи рядом с вами, защищая вас и даруя вам Божьи благословения. Верьте в присутствие ангелов вокруг вас. Поднимите свой дух, наполните сердце оптимизмом и позвольте благодарности направлять вашу душу. Как я уже говорил ранее, вы находитесь на пороге чудесных благословений, и с Богом в качестве вашего спутника ни одна задача не является непреодолимой. Предвкушайте радости, которые несет в себе будущее, освещая его суть для всеобщего обозрения. Прежде чем продолжить, я хотел бы быть твоим проводником и вести тебя в мощной молитве, дорогой сын, дорогая дочь. Сегодня я чувствую необходимость помолиться вместе. После молитвы мы продолжим проповедь и вместе прочтем «Отче наш» молитву, которой я вас научил. Аминь. С великой верой и всем своим сердцем повторите со мной, вслух или мысленно, следующую молитву. Отец Небесный, мое сердце переполняется благодарностью, когда я приближаюсь, глубоко тронутый Твоей бесконечной любовью и состраданием. Твое непоколебимое присутствие дарует мне мир, и я принимаю прибежище в обязательствах, которые Ты, Господь, возложил на нас через свои священные учения. Ваше Слово – источник надежды и доброжелательности, и я искренне ищу Вашей мудрости и благословения на этом жизненном пути. Я благодарю Вас за обещания, которые Вы вселили в наше сердце, за Ваше обещание направлять нас, благословлять наши усилия и распространять доброту от нашего имени. Я полон благоговения и желания быть маяком Твоей неприходящей любви, излучая Твою доброту всем, кто сталкивается с Твоей доброжелательностью, Отец. Ваша любовь – драгоценный дар. Помимо слов, я молюсь, чтобы эта любовь охватила мою сущность, позволяя мне любить без ограничений, легко прощать и распространять тепло в каждом вашем жесте по отношению к человечеству. С сердцем, полным благодарности. Я остаюсь в Твоей ауре, воспевая дифирамбы и мелодии. Я осознаю, что Ты заслуживаешь всей любви, и я праздную Твою сущность в каждый момент. Господь, направь меня на пути праведности, когда негатив пытается затуманить мой разум. Дай мне силы распространять добрую волю. Напомните мне о благословениях, которые мне суждено получить, и помогите мне включить доброту в каждое взаимодействие. Я желаю Ваших благословений и стремлюсь идти по жизни, уважая и принимая Вашу волю. Я верю, что истинное счастье и спокойствие приходят, если жить в гармонии с Вашими божественными указаниями. Пою хвалу, признавая Твою святость и справедливость. Меня утешает мысль, что Твой свет всегда будет освещать мой путь.
Прошу Твоего восстановительного прикосновения, Господи, если болезнь поразит мое тело или душу. Я молю Тебя о Твоем исцелении, даровании бодрости и жизненной силы в минуты усталости и сомнений. Возроди мой дух и даруй мне силу величественных орлов. Подобно дереву, питаемому потоками, дающими пищу, я молюсь о стойкости и процветании во всех разнообразных аспектах жизни. Пусть мое основание будет глубоко укоренено в ваших учениях, процветая в любое время года и в каждом виде деятельности при вашей божественной поддержке. Пусть мои усилия процветают, и пусть ваши благословения окутают мою повседневную жизнь и отношения, поскольку я с огромной благодарностью поддерживаю ваше имя и принципы. Я приближаюсь к Тебе, признавая каждый дар, исходящий от Твоей щедрости. Во времена скорби Твое учение – мое убежище. Дайте мне возможность дождаться тех, кто действительно ценит Вас. Я обязуюсь внимательно прислушиваться к Твоей мудрости и оставаться стойким на Твоих путях, Господь. Вечный источник всех наших благословений – это то место, где я получаю все свое пропитание. Я верю в Твою безмерную доброту, понимая, что, следуя путем добродетели, Ты благословишь меня своими лучшими дарами. Миссия моей жизни – чтить и прославлять Вас, ставя Ваши планы выше моих. Я чувствую себя обязанным дорожить Тобой, высоко держать Твое имя и следовать Твоим заповедям с огромной благодарностью. Признаю и свидетельствую о величии Твоем, Божьей милости моей. Мое доверие к Тебе, Господь, непоколебимо, и я уверен в Твоей верности и обещаниях. Небесный Отец, я обращаюсь к Тебе за силой, убежищем и искуплением. В качестве якоря я нахожу мужество, убежище и свободу от штормов морей жизни. Даже когда я сталкиваюсь с противниками, я хочу, чтобы моя реакция отражала любовь и прощение. Позвольте мне направить силу, благодать и доброту тем, кто, возможно, не понимает меня или не согласен со мной, отражая ваше бесконечное терпение и нежность. Укрепи наше сердце в смутные времена. Позволь мне положиться на Твою безмерную любовь, уповая на Твое благоволение и милосердие, так же, как Ты обогатил жизнь Иова. За пределами человеческого воображения я смиренно прошу Вашей огромной благосклонности. Я молюсь, чтобы процветание, радость и благодать наполнили каждую грань моего существования. С благодарным сердцем, которое радуется Твоей бесконечной любви, я обещаю всегда посвящать свою энергию Твоему учению, оставаться верным Твоей истине, Господь. Вечный источник всех наших благословений, из которого я черпаю все свое пропитание. Я верю в Твою безмерную доброту, понимая, что, следуя путем добродетели, Ты благословишь меня своими лучшими дарами. Миссия моей жизни – чтить и прославлять Тебя, мой дорогой Отец, ставя Твои планы выше моих. Я чувствую себя обязанным дорожить им, поддерживать Его учение и постоянно искать Его руководство. Добрый Бог, мое сокровище силы и защитник, предлагает мне безопасность и комфорт. Я желаю, чтобы под Вашим бдительным оком царила гармония не только в Иерусалиме, но и в сердцах людей на всех континентах. Пусть мы все соберемся в гармоничную семью. Я выражаю искреннюю благодарность за Вашу бесконечную доброжелательность и искренне желаю быть проводником Вашей огромной любви и щедрости, внося изменения в жизни, с которыми я соприкасаюсь. Сама моя сущность переполнена благодарностью за несравненную любовь и преданность, которые Вы предлагаете, служа маяком Вашей божественной сущности для мира. Мы молимся во имя того, кто руководил этой мощной молитвой, Иисуса Христа Спасителя. Аминь.
И если вы были со мной телом и душой на протяжении всей молитвы, я хочу, чтобы вы знали, что жизнь – это прекрасное путешествие, полное неожиданных радостей и обильных благословений, исходящих свыше. Мой Отец и Его бесконечная любовь сопровождают вас каждый день. Даже в те моменты, когда вы меньше всего этого ожидаете, помните, что Его любовь не знает границ и Его благословения бесчисленны. Когда вы смотрите вокруг себя и видите красоту мира, помните, что все это проявление Божьей любви к вам. Каждый рассвет приносит с собой обещание новых начинаний, свидетельство верности Бога и Его обещание нового начала. Иметь веру – это все равно, что держать свет посреди самой темной ночи. Она ведет вас, защищает вас и показывает путь. Когда вы доверяете Всевышнему, вы позволяете Ему направлять ваш путь, гарантируя, что вы никогда не заблудитесь. Сохраняя это в центре своей жизни, вы открываете дверь к неожиданной радости и изобилию. Дорога может быть полна извилин и поворотов, но именно это делает путешествие таким прекрасным. Каждая проблема, с которой вы сталкиваетесь, это возможность для роста, урок, который нужно усвоить и который ждет своего раскрытия. Поэтому, продвигаясь вперед, всегда ожидайте, что произойдет что-то позитивное. Встречайте каждый день с надеждой, зная, что планы Бога для вас наполнены процветанием и счастьем. Мир изобилен, полон чудес и благословений, которые находятся в пределах вашей досягаемости. Все, что вам нужно сделать, это верить, доверять своему процессу и позволить вере руководить вашими шагами с каждым вздохом. Найдите минутку, чтобы оценить красоту жизни и поблагодарить Господа за ваши бесчисленные благословения. Благодаря чудесам, которые происходят ежедневно, и непоколебимой любви, которую Бог изливает на вас, жизнь становится днем, полным обещаний бесконечной радости, безграничной любви и чудес. Очень важно оставаться рядом с Богом и всегда ожидать чудес, которые Он приготовил для вас, поскольку Его величие несравненно и охватывает начало и конец каждой души, признавая, что все они одинаково значимы в Его глазах. Я молюсь, чтобы Бог утешал вас в вашем путешествии, становясь ярким светом в ваши самые мрачные моменты и наделяя вас непоколебимым напоминанием о Его неизменной любви. Хотя жизнь преподносит испытания, проблемы со здоровьем, напряженные отношения, финансовые трудности и непредсказуемость завтрашнего дня, я молюсь о вашей неприходящей силе и упорстве, веря, что под руководством Бога вы не поколеблетесь. И если в какой-то момент вы почувствуете себя одиноким и далеким от Него, верьте, что Он омолодит ваш дух и оживит ваши отношения с Ним. Поймите, что молитвы – это не только инструмент для перемен, но и мост к гостеприимным объятиям Создателя. Пусть Он укрепит ваш дух и наполнит вас своей божественной энергией, гарантируя, что вы выйдете сильнее из жизненных испытаний. В Боге вы найдете прибежище, которое будет гарантировать ваши победы в вашем путешествии по жизни, доверяя тому, что вы чувствуете, а не тому, что видите. Найдите убежище и защиту от вреда, поскольку ваша важность в огромной космической схеме не имеет себе равных. Примите энергии любви и мира, поскольку они распространяются и влияют на всех, с кем вы общаетесь. Ваша внутренняя светимость помогает другим, а также взывает к небесам о божественном вмешательстве и быстрых преобразованиях, которые подтолкнут вас к гармоничной жизни. Каждое доброе дело или слово любви порождает каскад позитива, который формирует ваш мир. Верьте в свою врожденную способность способствовать неожиданным возможностям и позитивным изменениям, которые появятся на вашем пути. В любых обстоятельствах есть возможность для исцеления,
будь то возобновление связей или исцеление прошлых ран. Доверьтесь Божьим ангелам, которые проведут ваш путь к пониманию и любви. Примите понимание того, что в вашей жизни разворачивается божественная последовательность, и вскоре вы лучше поймете глубину Божьей любви к вам. Признайте свои врожденные дары и цените свою индивидуальность, ведь вам суждено выделиться, как сияющая звезда на огромном небе. Бдительное око и благословение Бога сопровождают каждый ваш шаг. В нужный момент на вашем пути появятся неожиданные возможности и позитивные перемены. Доверьтесь этому чудесному путешествию, понимая, что вы действительно заслуживаете каждой капли счастья, любви и процветания, которые предлагает Бог. В комментариях напишите «Я верю», чтобы символизировать ваше доверие Всевышнему, когда вы идете по пути, который Он приготовил для вас, дорогой сын, дорогая дочь. Прошлые травмы обычно всплывают на поверхность для исцеления и омоложения. Проявите к себе сострадание и уделите приоритетное внимание заботе о себе, уважая получателя, которым вы являетесь. Развивайте внутреннюю красоту и чувство собственного достоинства, поскольку они будут действовать как влиятельные факторы духовной и эмоциональной трансформации, когда вы встанете на этот путь. Дорогой сын, дорогая дочь, к сожалению, на протяжении всего этого послания многие сыновья и дочери были уведены в сторону от отвлекающих факторов, которые поставил перед ними враг. Но вы оказались по-настоящему настойчивыми, с непоколебимой верой. Прежде чем я уйду, я хочу, чтобы ты знал, что я неописуемо горжусь тобой и одинаково счастлив в этот момент. Если вы один из тех, кто дошел до этого момента, перед уходом напишите в комментариях «Моя непоколебимая вера». Дорогой сынок, дорогая дочь, помни, что я люблю тебя больше жизни. Ангелы Господни очень рады сообщить вам кое-что сегодня. Очень близкий вам человек объяснит вам все, открыв правду, которая долгое время была скрыта. Этот человек больше не может хранить тайну, которую так долго хранил. Она хочет освободиться от бремени и рассказать, почему так долго скрывала эту правду. Этот человек недавно принял Иисуса как своего единственного Спасителя и хочет избавиться от беспокоящего его бремени. Не пугайтесь откровения этого человека, оно пойдет вам на пользу и позволит вам увидеть его другими глазами. Любовь, которую испытывает к вам этот человек, хранилась под замком. Со временем он больше не хотел беспокоить вас этим чувством. Стыд и страх быть отвергнутой привели к тому, что она накопила печаль, одиночество и сожаление, сын мой. Я благословляю вас сезоном обновленной любви, раскрытых тайн и открытий, призванных внести позитивные изменения в вашу жизнь. Позвольте мне вести вас по этому пути, полному благословений и возможностей для роста. В этом сезоне любовь удивительным образом войдет в вашу жизнь. Прошлые отношения возродятся, принеся с собой новую энергию и более глубокое понимание. Узы, которые казались утраченными, будут восстановлены, создав прочную основу любовных связей. Позвольте себе быть открытым и восприимчивым к людям, которые встречаются на вашем пути, поскольку они могут внести большой вклад в ваш эмоциональный рост. Скрытые тайны, которые когда-то вас беспокоили, наконец-то будут раскрыты. Приготовьтесь к освобождению, которое принесут эти откровения. Хотя могут возникнуть временные проблемы, верьте, что истина всегда освобождает. Эти откровения позволят вам преодолеть препятствия и освободиться от цепей, которые удерживали вас в ловушке прошлого. Напишите «Бог – это все в моей жизни», потому что откровения, которые выйдут на свет, будут скрытым благословением,
поскольку они принесут ясность и мудрость на ваш путь. Они осветят самые темные уголки вашей жизни, позволяя вам ясно увидеть свою цель и ценные уроки, которые ждут вас. Эти откровения станут призывом к самоанализу и импульсивным действиям, направленным на вашу целостность и самореализацию. Помни, сын мой, что все, что происходит в твоей жизни, для твоего высшего блага. Этот сезон обновленной любви, тайн и откровений способен исцелить, преобразовать и укрепить вашу душу. Доверьтесь божественному процессу и оставайтесь открытыми для получения благословений, которые ждут вас на пути. Пусть моя милость пребудет с вами на этом пути, ведя вас к вашему счастью и полному самореализации. Доверьтесь мне, и пусть любовь и божественная мудрость окружают вас, освещая ваш путь к будущему, полному мира, любви и гармонии. Напишите «Я подчиняюсь тебе, Отец», чтобы позволить Богу действовать в твоей жизни. В Луке 8 часов 17 минут говорится: «Ибо нет ничего тайного, что не открылось бы, и нет тайны, которая не была бы познана и раскрыта». Возлюбленные, да пребудет мир Господень со всеми вами. Сегодня я хочу поразмышлять над этим сильным стихом из Евангелия от Луки. В этом стихе Иисус говорит нам, что ничто не остается сокрытым навсегда, что истина откроется и восторжествует. Эти слова нашего Спасителя несут в себе великую истину и важное послание для каждого из нас. Мы живем в мире, где часто сталкиваемся с несправедливостью, тайнами и злыми действиями, которые, кажется, остаются скрытыми. Кажется, что тьма способна скрыть правду и увековечить зло. Однако Иисус уверяет нас, что ничто не остается скрытым навсегда. Он – всеведущий Бог, знающий все, даже самые сокровенные тайны человеческого сердца. Обещание Иисуса ясно: как бы хорошо ни хранились тайны, истина откроется. Он выявит все сокрытое, чтобы свершилось правосудие и истина восторжествовала. Это дает нам надежду и побуждает оставаться стойкими в нашей вере, даже когда мы сталкиваемся с очевидной безнаказанностью зла. Однако это обещание должно также привести нас к личному размышлению. Что скрыто в наших сердцах? Какие тайны или грехи мы пытались скрыть от Бога и других? Мы должны помнить, что хотя мы и можем обманывать окружающих, ничто не ускользает от божественного знания. Бог видит все и знает наши сокровенные мысли, намерения и действия. Да будет мир Господень с тобой, любимый сын, любимая дочь. Доверьтесь божественному процессу и позвольте свету Христа осветить вашу жизнь. Помните, что все, что происходит в вашей жизни, делается для вашего высшего блага. Стойте твердо в своей вере и позвольте божественной любви и мудрости вести вас к будущему, полному благословений. Я счастлив, потому что у меня есть Иисус, от которого я могу получать радость и любовь. Эти слова полны веры и благодарности, трех чувств, которые наполняют нас, когда мы принимаем Иисуса. Первое чувство – это покой, поскольку принятие Иисуса приносит глубокое чувство внутреннего покоя. На смену нашим заботам и тревогам приходит мир, превосходящий всякое понимание. Мы знаем, что примирились с Богом, и уверены, что Он контролирует все. Пусть этот мир сопровождает нас всегда, даже среди невзгод, потому что мы верим в постоянное присутствие Христа в нашей жизни. Второе чувство – это радость, которая переполняет наше сердце, когда мы принимаем Иисуса. Это радость, не зависящая от внешних обстоятельств, но основанная на надежде и любви Божией. Мы испытываем радость от того, что нас прощают, любят и усыновляют как детей Божьих.
Эта радость позволяет нам встречать жизненные трудности с уверенностью и благодарностью, зная, что у нас есть личные отношения с нашим Спасителем. Третье чувство – любовь. Божья любовь преобразует нас, когда мы открываем свои сердца Иисусу. Мы любимы, и эта любовь позволяет нам любить других так, как Он любил нас, прощать, протягивать руку помощи и делиться Евангелием. По мере того, как мы развиваемся в наших отношениях с Иисусом, мы ощущаем полноту божественной любви и можем быть проводниками этой любви в окружающий нас мир. Эти чувства мира, радости и любви – плоды Святого Духа, который обитает в нас и преображает нас в образ Христа, когда мы принимаем Иисуса как нашего Спасителя и Господа. Мы получаем эти божественные дары, которые позволяют нам жить жизнью с избытком. Давайте откроем свои сердца Иисусу и позволим этим чувствам овладеть нами, влияя не только на нашу жизнь, но и на мир вокруг нас. Иисус обитает во мне, чтобы подтвердить все эти чувства. Особое слово для вас сегодня. Сделайте филиппийцам 4 часа 13 минут своей ежедневной пищей. Все могу в укрепляющем меня Иисусе Христе. Это декларация непоколебимого доверия и веры. Наш Бог – Бог невозможного, тот, кто укрепляет нас в любой ситуации. Когда мы сталкиваемся с трудностями, мы можем быть уверены, что мы не одиноки. Сила Божья с нами, позволяя нам противостоять любым препятствиям, которые встречаются на нашем пути. Давайте не позволим страху или сомнениям помешать нам двигаться вперед. Давайте не позволим трудностям обескуражить нас. Вместо этого давайте твердо придерживаться этого обещания и идти смело и уверенно. Я пишу, я буду больше доверять Господу, чтобы двигаться вперед смело и решительно. Сегодняшняя минута мудрости. Если в вашей жизни случилось что-то плохое, не говорите, что на то была воля Божья. Нет, Бог хочет только нашего блага, нашего счастья и дает нам средства быть счастливыми. Зло, которое воздействует на нас, является результатом наших прошлых ошибок, нашего невежества. Посейте вокруг себя семена доброты и прощения, чтобы завтра вы могли пожинать плоды мира и счастья. Дорогой Небесный Отец, с сердцами, полными благодарности, мы обращаемся к Тебе в это время, чтобы выразить нашу глубокую благодарность. Мы благодарны всем существам за вашу верность и постоянное обеспечение в нашей жизни. Ты Бог, который удовлетворяет все наши потребности, и слов не хватит, чтобы выразить, насколько Ты прекрасен. Мы благодарим Вас за Ваше живое и мощное Слово, которое направляет и укрепляет нас. Это светильник ногам нашим и свет пути нашему. Мы благодарны за каждый стих, который вдохновляет нас, ободряет и направляет нас. Вы говорите с нами через свои священные писания, раскрывая себя и преобразовывая нашу жизнь, а также направляя нас к славной цели, которую вы имеете для нас. Мы понимаем, что без Его обеспечения и Его слова мы были бы потеряны и дезориентированы. Но в Своей бесконечной милости и милости Ты заботился о нас и поддерживал нас на каждом этапе пути. Мы благодарим Вас за благословения, которые Вы излили на нас, двери, которые Вы открыли, исцеления, которые Вы совершили, и чудеса, которые Вы совершили в нашей жизни. Любящий Отец, мы молимся, чтобы Ты продолжал вести нас и раскрывать себя. Дай нам проницательность, чтобы понять Твои откровения, и сердце, желающее повиноваться Твоим заповедям. Пусть наша благодарность будет проявляться не только в словах, но и в делах. Дай нам силы, Боже, своим постоянным присутствием, своей безусловной любовью и всем, что Ты сделал, делаешь и будешь делать в нашей жизни.
Пусть наша жизнь станет живым свидетельством Твоей силы и благодати. Во имя Иисуса, нашего постоянного обеспечения, воплощенного слова и высшего откровения, мы молимся и воздаем Вам всю славу, честь и хвалу. Возлюбленный Сын, это я, Твой Бог, Твой Небесный Отец. Сегодня я приношу Вам ответы на молитвы, которых вы ждали и просили долгое время. Все ваши проблемы будут решены. Я прошу Тебя остаться здесь со мной на эти несколько минут и открыть свой разум, чтобы получить всю мою любовь и привязанность. Поставьте лайк этому видео, если вы верите в Бога, и если можете, не ставьте Господа на второй план в своей жизни. Бог говорит: примите это послание с верой и ожидайте наступления дней обновления и успеха. Приготовьтесь получить то, что вас ждет, ибо вскоре вы увидите проявление моей силы и верности в своей жизни. Пишу, получаю с любовью. Отец, Сын мой, услышь мой пророческий голос в этот день. Я Бог, решающий проблемы, тот, кто поднимает знамя победы над вашими битвами. Оставайтесь с нами, я вижу проблемы, которые преследуют вашу жизнь, трудности, которые кажутся непреодолимыми. Но я говорю вам, что дни проблем сочтены. Проблемы, которые вас беспокоили, будут решены моей мощной рукой. То, что казалось тупиком, станет дверью возможностей. Перед вами сравняется то, что казалось непреодолимой горой. Я Бог, делающий невозможное, я готов действовать в твою пользу. Я принесу решения там, где были препятствия, ответы там, где были сомнения, и исцеление там, где были открытые раны. Я Бог, который выпрямляет кривые пути и открывает двери, откуда не было выхода. Я пишу, я живу для Тебя, Господь, чтобы Ты мог выбрать жизнь для Господа всех сил. Повторите со мной эту молитву: дорогой и славный Боже, сегодня мое сердце переполняется благодарностью за Твое присутствие в моей жизни. Среди проблем и испытаний, с которыми я столкнулся, Ты был рядом со мной, направляя меня и давая мне силы преодолеть их. Благодарю Тебя, Отец, за Твою постоянную верность, за то, что Ты никогда не оставлял меня. Твои могучие руки всегда были готовы поддержать меня, вытереть мои слезы и поднять, когда я упаду. В послании к Римлянам 8 часов 18 минут говорится: «Ибо я считаю, что страдания нынешнего времени недостойны сравнения со славой, которая откроется в нас». В этом стихе апостол Павел предлагает нам задуматься о взаимосвязи между страданиями, с которыми мы сталкиваемся, и славой. Мы вместе исследуем значение этих слов и найдем ободрение в трудностях, с которыми мы сталкиваемся на нашем пути. Павел начинает с описания страданий настоящего времени. Это выражение заставляет нас задуматься о различных формах страданий, с которыми мы сталкиваемся в своей жизни. Мы все испытываем боль, печаль, трудности и проблемы, будь то в области здоровья, отношений, финансов или даже нашего вероисповедания. Страдания – это неизбежная реальность. Однако Павел напоминает нам, что эти страдания не могут сравниться со славой, которая откроется в нас. В этом заключается надежда и преобразующая перспектива этого послания. Слава, которая нас ожидает, намного превосходит ту боль, с которой мы можем столкнуться в этой жизни. Эта слава означает полноту Царства Божия, вечное общение с Господом, полное искупление и восстановление всего сущего. Павел говорит убежденно, когда заявляет: «Я считаю это истиной». У него было твердое убеждение, основанное на его вере и опыте общения со Христом. Эта уверенность доступна и каждому из нас, кто верит в Иисуса как Спасителя и Господа.
Мы можем верить, что то, что Бог приготовил для нас, реально и безопасно. Понимая взаимосвязь между нынешними страданиями и будущей славой, перед нами стоит задача взглянуть на ситуацию по-новому. Наши страдания не напрасны, они имеют цель на пути нашей веры. Луки 8 часов 17 минут напоминает нам, что нет ничего тайного, что не было бы открыто, и нет ничего тайного, что не было бы узнано и не вышло бы на свет. Это обещание дает нам надежду и побуждает оставаться стойкими в нашей вере, даже когда мы сталкиваемся с кажущейся безнаказанностью зла. Однако это обещание должно также привести нас к личному размышлению. Что скрыто в наших сердцах? Какие тайны или грехи мы пытались скрыть от Бога и других? Мы должны помнить, что хотя мы и можем обманывать окружающих, ничто не ускользает от божественного знания. Бог видит все и знает наши сокровенные мысли, намерения и действия. Но послание Луки 8 часов 17 минут касается не только откровения и справедливости, это также призыв к преобразованию и искуплению. Когда мы впускаем свет Христа в нашу жизнь, это позволяет нам взглянуть в лицо нашим собственным неудачам и грехам. Он предлагает нам прощение и возможность измениться, отказаться от пути тьмы и пойти по пути истины и святости. Поэтому, возлюбленные, нам не следует бояться откровения истины, потому что через него мы приглашены быть людьми с открытым сердцем, готовыми взглянуть в лицо истине о себе и искать покаяние и преобразование во Христе. Мы верим в обещание Иисуса о том, что свет победит тьму и что по своей милости Он приведет нас к жизни справедливости и мира. Бог находится среди него, Он не поколеблется. Бог поможет ей, когда наступит рассвет. Народы бушуют, царства колеблются, Он произносит свой голос, и земля тает. Господь Саваоф с нами, Бог Иакова наша сила. Римлянам 6:5. Ибо если мы соединились с Ним в смерти, подобно Его, то непременно соединимся с Ним и в воскресении Его. Мы знаем, что наш ветхий человек был распят вместе с Ним, чтобы тело греха могло быть уничтожено, и мы не были бы более рабами греха. Ибо умерший оправдывается от греха. Теперь, если мы умерли со Христом, мы верим, что и будем жить с Ним. Мы знаем, что Христос, воскреснув из мертвых, уже не умирает, смерть больше не имеет над Ним власти. Что касается Его смерти, то Он умер раз и навсегда для греха, а что касается жизни Его, то Он живет для Бога. Так и вы считаете себя мертвыми для греха, но живыми для Бога во Христе Иисусе. Поэтому не позволяйте греху царить в вашем смертном теле, заставляя его подчиняться своим желаниям. Не предлагайте членов тела вашего греху, как орудие неправды, лучше предложите себя Богу как вернувшегося из смерти в жизнь, и предложите Ему члены тела вашего в орудие праведности. Ибо грех не будет господствовать над тобой, потому что ты не под законом, но под благодатью. Дорогой, сынок, у меня есть замечательный сюрприз для тебя и твоей семьи. Я хочу подарить вам новое место, которое вы сможете назвать домом, подаренное тем, кто искренне любит вас и заботится о вас. Этот дом не просто дом, это волшебные ворота в мир, полный чудес и благословений. Войдя в этот дом, вы станете свидетелем финансовых благословений, физического исцеления и, самое главное, примирения разорванных отношений. Мое глубочайшее желание – увидеть, как вы и ваша семья живете жизнью, полной счастья, изобилия и любви. Готовы ли вы получить все, что у меня есть для вас? Помните 3 важные вещи, доверьтесь мне, ведь я помогу вам во всех сферах вашей жизни, полагайся на меня, и я починю то, что сломано,
открой мне свое сердце, и я улучшу ваши отношения и принесу любовь и единство. Дорогие мои друзья, поверьте, я вас очень люблю. Верьте всем своим сердцем, что я могу сделать все лучше. Подобно тому, как солнце всходит каждый день, моя любовь и доброта будут окружать вас и приносить вам удивительные благословения. Поверьте, что я работаю за кулисами, творя для вас чудеса. Готовьтесь, ведь в ближайшие дни вы увидите чудеса, о которых даже не догадываетесь. Вы станете свидетелем невероятных вещей, которые удивят и вдохновят вас. Я запланировал невероятные моменты специально для тебя. Удивитесь тому, что я могу сделать. Вы процветаете умственно, физически, духовно, эмоционально и финансово. Это свидетельство бесчисленных благословений, которые я дарую вам. Помните, что у вас есть возможность изменить свою жизнь и жизнь людей, которых вы любите. Вы сможете освободиться от бедности, трудностей и проблем. Начиная этот новый этап своей жизни, будьте готовы к невероятным благословениям. Раскройте свои объятия и примите свободу, процветание и изобилие, которые я запланировал для вас. Знайте, что я совершаю божественное вмешательство, которое невероятным образом изменит вашу жизнь. Вы получите изменяющие жизнь благословения, подобные полноводной реке. Точно так же, как я контролирую небо и землю, я также контролирую вашу судьбу. Не сомневайтесь в силе, которой я обладаю как Господь Бог небесных воинств. В этом году ваша жизнь будет полна хороших вещей. Я дам вам больше денег, чтобы вы могли позаботиться о своих нуждах и помочь другим. Даже когда ты не видишь, я уже работаю в твоей жизни. Я могу превратить плохое в хорошее, превратить печаль в надежду и дать вам много благословений. Не волнуйтесь, я усердно работаю, чтобы благословить вас и залечить ваши раны. Я, ваш любящий Бог, посылаю вам чудеса, благословения и улучшения, чтобы поддержать вас на вашем пути. Я хочу стать свидетелем вашего успеха и счастья во всех аспектах вашей жизни. Будьте уверены, что я буду вести ваши битвы от вашего имени. Псалом 147, 1-6. Хвалите Господа, ибо хорошо петь хвалу Богу нашему, это приятно и заслуженно. Господь строит Иерусалим, Он собирает изгнанников Израиля. Он исцеляет разбитых сердцем и перевязывает их раны. Он подсчитывает количество звезд и называет каждую по имени. Велик наш Господь и необъятна Его сила, Его мудрость безгранична. Господь возвышает смиренных и низвергает нечестивых на землю. Откровение 21, 1-7. «И увидел я новое небо и новую землю, ибо первое небо и первая земля прошли, и моря уже нет. Я увидел святой город, новый Иерусалим, сходящий с неба от Бога, приготовленный, как невеста, украшенная для мужа своего. Я услышал громкий голос от престола, говорящий: «Теперь скиния Божия с человеками, с которыми Он будет жить. Они будут Его народом, и сам Бог будет с ними и будет их Богом. Их глаза полны слез. Не будет больше ни смерти, ни печали, ни плача, ни боли, ибо старый порядок ушел». Сидящий на престоле сказал: «Я творю все новое». И добавил: «Напишите это, ибо эти слова истины и заслуживают доверия». Далее он сказал мне: «Совершилось. Я Альфа и Омега, начало и конец. Каждому, кто жаждет, я дам даром пить из источника воды жизни. Тот, кто побеждает, будет унаследуя все это, и буду ему Богом, и он будет мне сыном.
Галатам 6, 8-10. Кто сеет в плоть свою, тот от плоти своей пожнет погибель, а кто сеет в дух, от духа пожнет жизнь вечную. Не устанем делать добро, ибо в свое время мы пожнем, если не унываем. Поэтому, пока у нас есть возможность, давайте делать добро всем, особенно членам семьи веры. Матфея 6, 14-15. Ибо если вы будете прощать друг другу согрешения, то простит и вам Отец ваш Небесный. Но если вы не прощаете друг другу, то Отец ваш Небесный не простит согрешений ваших. Исайя 52, 12. Не поспешно выйдешь и не побежишь, ибо Господь пойдет впереди тебя, и Бог Израилев будет охранять тебя. Псалмы 32, 8. Я наставлю тебя и научу тебя на пути, по которому тебе должно идти, и я проконсультирую вас и позабочусь о вас. Псалмы 138, 1, 8. Славлю Тебя, Господи, от всего сердца, перед богами я пою Тебе хвалу. Я простираюсь ниц перед Твоим святым храмом и восхваляю Твое имя из-за Твоей любви и Твоей верности, ибо Ты превознес свое имя и свое слово превыше всего. Когда я плакал, Ты отвечал мне, Ты дал мне силы и смелость. Все цари земные будут благодарить Тебя, Господи, ибо услышат слова уст Твоих. Они будут праздновать дела Господни, ибо велика слава Господня. Господь хотя и возвышен, но на смиренных смотрит и издалека узнает гордых. Когда я в беде, Ты сохраняешь мне жизнь. Ты протягиваешь руку свою против гнева врагов моих, правая рука Твоя спасает меня. Господь исполнит для меня свое намерение. Любовь Твоя, Господи, останется навсегда, не оставляйте дел рук своих. 1 Иоанна 2, 24-25. Пусть останется в тебе то, что ты слышал от начала. И если это останется в тебе, то и ты останешься в Сыне и в Отце. И вот обещание, которое Он дал нам, жизнь вечная. Иоанна 6 часов 47 минут 51. Истинно говорю вам, всякий верующий в Меня имеет жизнь вечную. Я хлеб жизни. Ваши предки ели манну в пустыне, но умерли. Но вот хлеб, сходящий с небес, чтобы всякий, едущий его, не умер. Утренняя молитва, основанная на Божьих обещаниях в Исаии 41, 10, 40, 27-31, Матфея 11, 28-30, Псалме 91, Римлянам 8, 16-18, Иоанна 14 часов 27 минут, Римлянам 5, 1, 5, 2 Коринфянам 13, 11, Исайя 53, 5 и Псалом 37, 37. Дорогой Господь, сегодня утром я пришел к Тебе в поисках Твоего присутствия и руководства. Я благодарю Тебя за обещания, которые Ты дал мне в Твоем Слове. Я знаю, что Ты со мной и что Ты никогда не бросишь меня. Я верю, что Ты укрепишь меня, поможешь мне и поддержишь меня своей праведной десницей. Я знаю, что Ты посрамишь и посрамишь всех, кто негодует на меня. Я знаю, что Ты освободишь меня от ловчей сети и от смертельной моровой язвы. Я знаю, что Ты мое прибежище и сила, и что я могу доверять Тебе. Я знаю, что Ты будешь держать меня на руках и защитишь от всякого зла. Я знаю, что Ты вложил в меня свою любовь, избавишь меня и почтишь меня. Спасибо за Вашу чудесную милость и любовь. Благодарю Тебя за дар Твоего Сына Иисуса Христа, умершего на кресте за мои грехи. Спасибо за Святого Духа, который живет во мне и направляет меня. Я прошу Вас помочь мне прожить этот день так, как Вам приятно. Помоги мне быть добрым,
и сострадательным к другим. Помоги мне поделиться Твоей любовью с миром. Во имя Иисуса. Аминь. Исайя 30, 18-21. Господь ждет, чтобы помиловать тебя, Он встает, чтобы проявить к вам сострадание. Ибо Господь есть Бог справедливости. Как счастливы все, кто Его ждет. А народ Сиона, живущий в Иерусалиме, вы больше не будете плакать. Несомненно, Он проявит к вам благосклонность, когда вы взываете о помощи. Как только Он услышит, Он ответит. Хоть Господь и дает тебе хлеб невзгод и воду скорби, но тот, кто ведет тебя к учению, уже не скроется. Своими глазами ты увидишь своего Господина, своими ушами ты услышишь слово, сказанное позади тебя: вот путь, следуй по нему. Я счастлив, потому что у меня есть Иисус, который принимает слово с верой и благодарностью. Когда мы принимаем Иисуса, нас переполняют три чувства. Первое ощущение – покой. Принятие Иисуса приносит глубокое чувство внутреннего покоя. На смену нашим заботам и тревогам приходит мир, превосходящий всякое понимание. Мы знаем, что примирились с Богом, и уверены, что Он контролирует все. Пусть этот мир сопровождает нас всегда, даже среди невзгод, потому что мы верим в постоянное присутствие Христа в нашей жизни. Второе чувство – радость. Оно переполняет наше сердце, когда мы принимаем Иисуса. Это радость, не зависящая от внешних обстоятельств, но основанная на надежде и любви Божией. Мы испытываем радость от того, что нас прощают, любят и усыновляют как детей Божьих. Эта радость позволяет нам встречать жизненные трудности с уверенностью и благодарностью, зная, что у нас есть личные отношения с нашим Спасителем. Третье чувство – любовь. Божья любовь преобразует нас, когда мы открываем свои сердца Иисусу. Нас любят. Эта любовь позволяет нам любить других так, как Он любил нас, прощать, протягивать руку помощи и делиться Евангелием. По мере того, как мы возрастаем в нашей вере, мы верим, что свет восторжествует над тьмой и что по своей милости Он приведет нас к жизни праведности и мира.